Ну и сегодня у нас чисто земляки. Начну с того, что в прошлом году, по инициативе администрации, депутатов областного собрания, также инициативы тех земляков, хангаласов, которые тут живут, была создана некоммерческая организация «Фонд содействия социально-экономическому развитию муниципального района Хангаласский улус». И по постановлениям администрации Хангаласского улуса был учрежден эта некоммерческая организация, и правление, наверное, зачитаю, в правлении. В правлении у нас включен Боровигин Николай Андреевич, прошу любить и жаловать, Уваров Аян Николаевич, Куприянов Максим Амносович, Винокуров Михаил Евгеньевич. И я, председателем назначен я, Скрябин Тихон Николаевич, для кого кто не знает. И был сформирован попечительский совет некоммерческой организации. И там по списку депутатов были включены следующие депутатов, и администрации были включены такие наши земляки: Федорова Майя Николаевна, Киприянов Афанасий Владимирович, Васильев Александр Гаврилович, Стрекаловская Ирина Егоровна. И в прошлом году назначили директором Скрябина Руслана Алексеевича, но так как он в этом году перешел в государственную службу, мы выбрали другого директора, Кантоева Виктория Геннадьевна. Многие, наверное, знаете ее, она очень активный человек. Обычно, бывает же, если говорят фонд, то многие напрягаются, опять будут просить, требовать деньги, особенно наши бизнесмены, меценаты сразу напрягаются, и когда вы звонишь и говорит, опять кто-то там будет требовать. Этот фонд, для информации хочу сказать, что мы уже организовали сбор помощи, около 500 тысяч собрали. На самом-то деле денег много, да, правильно же, но их нужно просто в правильное русло направить нужно. И для отчетности 200 тысяч мы отправили на фонд поддержки наших ребят СВО. И там опять же культурно-массовые мероприятия. И сейчас Южный Куст, они хотят отправить к нам деньги, около 800 тысяч, там собирают муниципалитеты, физлица, и они еланки хотят организовать такую мемориальную доску, то ли что-то, точно не знаю. И мнение какое, я сам бюджетник, понимаю, что когда деньги на что-то направляешь, всегда проблема, правильно же, Андрей Анатольевич? Правильно, когда собираешь, есть желающие, хотят что-то отдать, а куда в администрацию не могут, физлицу тоже не могут. И в этом, думаю, поможет фонд поддержки развития нашего улуса. И принципиально я не хочу, чтобы мы собирали заставляли людей однодневную зарплату, сразу отношение какое-то идет. Вы, Афанасий Семенович, должны 10 тысяч туда скинуть, да. Вы бизнесмен, и вы должны, такого не должно быть принципиально, да. Добровольно. Да, добровольно, чтобы, каждый направляет же на социальные какие-то нужды, какие-то, допустим, мероприятия, например, УСЭК или что-то другие мероприятия. И в прошлом году мы с Олегом Валерьевичем на базе Якутского научного центра собрали всех глав нашего улуса, и все главы поддержали. 100% никто против не был. Да? И депутаты, тоже перед депутатами выступал улусного собрания, и там тоже 100%, прямо 100% поддержали. И с улусного собрания там ответственный Яковлев Юрий Дмитриевич, нами всеми уважаемый депутат. Если улусное собрание, то есть улусные главы наследников собирают некий фонд, например, по 100 рублей собрали, и этот фонд мы можем использовать. Сейчас и федеральные программы всегда, там есть такое софинансирование. Правильно же, Андрей Анатольевич? Собирают, и эти главы, голосуем с администрацией улуса и направляем эти деньги, энную сумму на внебюджет развития какого-то села, и так далее.
А есть, например, такие вот, ну, Южный Кус, да, сегодня они просят направить деньги, собрать деньги, как, ну, скажем, некий, скажем, ячейка банковская собирает фонд и направляет целевое использование вот на это мероприятие. Ну, если коротко так.